Фамилия моя Карсанова Антонина Андреевна. Я сама осетинка. Я приехала сюда в 1978 году. После окончания Северо-Осетинского государственного университета я приехала сюда по направлению, так как здесь не хватало учителей. Нас тогда, когда Советский Союз был, нас направляли, где не хватало учителей. Вот мы приехали сюда, я выбрала Таджикистан, я приехала сюда. И вот по сей день работаю здесь. 46 лет уже выходит, да, в 1978 году в июне я приехала. В июне приехала, и вот до сих пор вот здесь работаю. Начинала со школы, с профтехучилища начинала, потом я в школе работала, потом работала в учебном кабинете, вот так, вот так. Вот сейчас вот 6-й год, именно в других образовательных центрах тоже я работала. Атлас образовательный центр был, потом вот против Саудата, я не знаю название, как было, правда, работала тоже. Потом сюда вот пришла, и 6-й год вот подряд уже работаю здесь, вот в этом образовательном центре. Готовим дошкольников и русский язык преподаем. Это, я думаю, что жизнь, вообще жизнь людей, жизнь детей находится в руках учителей и врачей. Я так думаю, да? Учитель готовит к будущему, детей готовит к будущему. Это будущее. Как мы их подготовим, учителя, так у них и пойдет. Да? Иногда дети любят таких учителей, которые с них ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Одно стихотворение дадут, и они выучат 5 поставить. Да? Я им всегда говорю, это ваши враги, это ваши душманы, потому что не думают о вашем будущем. Мне тоже, может быть, легче было бы так работать, но я не хочу так работать. Я хочу, чтобы от моей работы был результат. Результат был, чтобы от моей работы. Трудно так работать, конечно, переживаешь за них, да, нервничаешь, переживаешь. Но если не так, тогда зачем учителям работать? У меня папа вот 60 лет с детьми проработал, да, дошкольниками работал, да, и он всегда нам говорил, вы должны от души работать, от души. Вот как будто твой ребенок это. Как ты о своем ребенке переживаешь, о его будущем, точно так же переживаешь за этого ребенка тоже. Действительно, у меня так вот она знает. Я не всегда переживаю, нервничаю. Если не идет, вот у некоторых детей трудно идет, очень трудно, потому что сейчас общения нету, да. И я в основном на русском же даю. Ну, хорошо, я на таджикском тоже объясняю им, но все равно им трудно удается русский язык. Русский язык, вы знаете, что очень трудный. Самый трудный язык почти в мире считается русский язык. Это будущее нашего государства. Мне Таджикистан тоже стал родным. Честное слово, мне даже больше это... Я в России я мало была, у себя в Осетии я мало была. Пока я закончила, я там была. А так больше времени я здесь. Мне все родные уже стали, мои соседи, все мне родные стали. Я переживаю за Таджикистан, за будущее Таджикистана, правильно? Надо думать, поэтому надо относиться к работе, конечно, серьезно. Поэтому я устаю, к концу этого устаю. К концу уроков я очень устаю, потому что это мозговая работа и очень трудная работа. Чем физическая, это трудная работа учитель. Но ответственная работа, ответственная. Ну, я скажу, они были более ответственные дети. Сейчас дети не очень ответственно относятся к занятиям, не очень. Их надо заставлять. Их надо упрашивать, заставлять. А раньше нет, раньше нет. Раньше дети учились на знания. Знания, не на оценки, а на знания учились. Чтобы у них в голове что-то было. А сейчас нет. Сейчас оценку получили. Хорошо, здесь у нас оценок нету. В образовательном центре мы оценки не ставим. Мы не оцениваем. Я диктанты, когда туда-сюда оцениваю. А так я им оценки не ставлю. Я говорю, мы должны на знания. Знания, чтобы у вас были. Оценки это что? Это цифры только. А надо знания, чтобы были. Они были, конечно, намного ответственнее раньше. А сейчас они
Ну, есть хорошие, очень хорошие дети тоже есть. Это от семьи тоже зависит. От семьи, как семья относится к этому. Вы знаете, есть очень ответственные семьи, они контроль ведут постоянно. Поэтому от них тоже зависит. Мы должны вместе работать. С семьей мы работаем вместе. Я каждый раз вот выхожу к родителям, когда они приходят, к родителям выхожу. Я им говорю, что надо, где надо обратить внимание. Делайте контроль. Потому что если они знают, что контроля нету дома, все, это так и пойдет. Они просто будут приходить и все. Правильно? Я им всегда говорю, здесь еще это платные, родители за вас деньги платят. Я говорю, поэтому учитесь. Ну, у меня такие дети, которые телефоны еще им родители не очень дают. Нет, редко, когда у кого-то есть телефон. Редко. Но телефон, конечно, телефон тоже дает это, если правильно пользоваться этим телефоном. Если, конечно, заходить в те сайты, которые нам не нужны. А так, да, телефон много чего дает. Много чего, да, какое-то слово непонятное, ты можешь найти это, какое-то правило можешь найти, но дети же этим не занимаются. Дети заходят именно в те сайты, которые не нужны детям, правильно сейчас? И, во-первых, у меня дошкольников много, они уже еще телефонами не пользуются, они не умеют пользоваться, они не пользуются телефонами. Старшим тоже желательно, конечно, телефон не давать. Телефоны, они приносят очень большой вред, вы сами знаете. Во-первых, это знание, книги – это знание. Мы все получаем из книг, из учебников мы все узнаем. Если книги не читать, если вот Россия вот считается самой читающей страной, да? Они много читают до сих пор, хотя есть телефоны, но они много читают. Здесь, к сожалению, уже не так много читают, да? Но книги – это основное, это основа всего. Откуда мы историю узнаем страны? Из книг, конечно. Все мы узнаем из книг. Знание. Книга – это знание. Ну как, я сама тоже иногда захожу в интернет. Ну в какой? Я в Google захожу, например, мне какое-то слово, потому что с каждым днем появляются новые слова. Правильно? Мы идем вперед, да, все развивается, искусство развивается, литература развивается, новое что-то, течение какое-то появляется, да, мы новые слова. Я обязательно тоже захожу, я тоже пользуюсь интернетом, но интернетом надо уметь пользоваться. Именно что нужное, да, надо иметь. А я так тоже пользуюсь, я хорошо отношусь к этому. Телефон очень много дает. Но раньше, например, нам надо было... Когда мы учились в наше время, когда нам надо было образ кого-то написать, например, да, биографию кого-то, мы книги читали, а сейчас готовое берет. Из интернета готовое он даже не знает, ученик даже не знает, что он написал. Ничего, он в интернет зайдет, задает вопрос, ему выходит ответ полный. Я сама много читаю, у меня до сих пор библиотека большая. Я всех авторов, которые в школе нужны были, Толстого очень много я почитала, заграничных, Дюма, я много чего читаю. До сих пор мне интересно читать книги, потому что книги все равно, что кино так не передает все, как книги передают, да. Я много читаю, до сих пор у меня большая библиотека дома. Ну, «Война и мир», да, это один автор, Лев Николаевич Толстой их написал, да. Ну как тебе, Анна Каренина плохо закончила, да, да. «Войну и мир», во всяком случае, выиграли, да, Россия выиграла, это французская война, да, описывается там, 1812 года война. Но, и, не знаю, и там есть то, что мне нравится, и там есть
То, что мне нравится, я не знаю. Я не могу выделить какой-то, который мне больше произведение нравится. Ну, это немного, во-первых, слабость. Это, да, когда человек себя трудности не смогла она перенести, да, трудности. Это иногда такое бывает, что человек, не подумавший, это сделает или как-то, но все, что нам дает Бог, надо это выдержать. Это испытания такие, которые мы можем выдержать. Некоторые не выдерживают, и вот конец такой потом. Или под поезд. Это легче как бы, да. Вот ты под поезд себя бросила, и закончились проблемы, да. Но надо бороться. Жизнь – это борьба. Надо бороться всегда. Надо выходить из положения, надо найти выход из положения. Из любого положения есть выход, кроме смерти. Все можно исправить, остальное, правильно? Поэтому слабинку давать. У меня тоже, может, много было в жизни трудностей, но я их и до сих пор прохожу эти трудности, и проходила их трудности. У меня никогда не было в мыслях вот себя убить или что. Надо пройти это. Это Бог дал эти испытания, поэтому надо. Потом только Бог имеет право жизнь взять. Мы не можем это делать. Правильно? Печаль. Ну, не знаю, это, мне кажется, все параллельно идет, это все. И горе, и это мы иногда говорим, даже человеку желаем, чтобы без горя прожить, да, без трудностей прожить, да, мы иногда тост такой, но я не согласна с этим тостом. Все, что было в свое время, надо сказать, в свое время, да, а так без горя как проживешь? Обязательно мы живые люди, мы смертные люди, да, мы обязательно... Смерть будет, и близких будет смерть, и мы без горя, без этого никак нельзя. Но мне кажется, они параллельно идут. Вот сегодня думаешь, мои проблемы закончились, завтра опять начинаются проблемы, да, другая проблема появляется. Ну, просто надо быть сильными. Я боюсь за детей. Мы, все так хотят, наверное, чтобы родителей хоронили дети, да? Дети должны хоронить родителей, но не обратно. Мой страх самый большой, не дай Бог вперед меня, мои дети, что-то с ними случится. Вот это самый мой большой страх. Не дай Бог, да? Вот как вот это случилась авария, да, вот недавно. Авария, ужас. Это же детей хоронить, это, мне кажется, самое большое наказание, наверное, за что-то, не знаю. Ну вот самый большой страх у меня. Я каждое утро встаю, и я всегда молюсь за детей. Первая моя молитва – это за детей. Сначала Богу, конечно, Аллаху спасибо скажу туда-сюда, что новый день начался. Ну а после этого, конечно, я за детей. Каждый день. Только дети, 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 чтобы не видела я их горя. Это самое большое желание, наверное, у всех родителей. Кого не спросите, они вам скажут это. У детей я не знаю, какое желание, но у нас, у родителей, вот такое желание. Ну, не знаю. Мне кажется, это родители всегда за детей. В каком бы они возрасте ни были. И иногда вот младший сын мне говорит: мама, я уже взрослый. Ну, у него уже жена, у него уже это младший, который, Амирбек. Он говорит, я говорю, для меня, пока я живая, ты маленький, мой сын, ты маленький сын, мой ребенок, ты ребенок. Пока родители есть, дети – это дети, они дети, да, а потом, когда родителей нету, они уже повзрослеют, уже все. Вот я уже без матери, без отца, конечно, я уже взрослый считаюсь, да. А если бы у меня до сих пор даже были родители, они бы меня называли ребенком до сих пор. Ну, к сожалению, их нету, да. А это дети не так думают. Нет, я взрослый, я могу уже сам решать все.
Это материнский инстинкт, мать. Ну, отцы тоже, конечно, переживают, но они не так передают свое переживание, да, мужчина все равно более сдержанно, да, они как-то это, но мы, женщины, мы матери, все равно мать, во-первых, даже мать, если дети обижают, все равно мать прощает, мать быстро прощает все, потому что так устроена жизнь. Я всегда говорю, даже иногда, когда что-то, какое-то такое недопонимание бывает между родителями, между нами, между детьми, я все равно говорю, я Богу говорю, я их прощаю, а там Бог решает все равно, да? Бог решает все. Ну, не знаю, как я... Конечно, надо успеть много чего. Мы хотим успеть, да, вот до сих пор мы живем. Вот у меня столько лет, да, вот столько лет я работаю, столько, как один миг прошли это, да. И еще впереди все равно планы. Хочется еще внуков тоже немного воспитать, да, немного, как бы они большие стали, да, хочется. Время надо ценить, и каждая минута очень дорога. Но дни, мне кажется, вот в советское время не так быстро проходили дни. Вот сейчас так быстро проходят дни, и все так говорят, как будто быстрее, да, время идет. А тогда не очень-то. И мы, может, много чего не успеваем, но еще тем более работаем. Видите, до сих пор я работаю, и я мало внимания, может, внукам уделяю, да, может быть. Но времени не хватает, честно говоря. Вот не хватает времени. Время надо ценить. Каждая минута дорога. Надо, говорят, жить сегодняшним днем. Не завтрашним, а сегодняшним. Потому что завтра может не наступить у человека. Да? Поэтому надо, конечно, спешить. И сегодня, что возможно, надо сегодня делать. Не на завтра откладывать, а надо сегодня делать. Обязательно. Если ты кому-то хочешь сказать... Извини, прости, надо сегодня сказать. Кого-то хочешь обнять, да, и тепло свое передать, надо сегодня дать это все. Правильно? Чем это время, потому что время это такое, не остановишь его. Это время, которое обратно не вернешь. И вообще жизнь, мы в жизни много ошибок делаем, да. Ну, надо стараться, если это явные ошибки, надо стараться их исправлять. Конечно, успеть что-то хорошее людям сделать. Самое главное людям, потому что мы уйдем в тот мир, нас не буду спрашивать, что ты себе сделал. Дом сделал, богатство сделал. Нет. Буду спрашивать, что ты людям сделал, что ты дал людям, да? Ну, не знаю. Но жизнь – это вообще такая штука, которую без ошибки нельзя прожить. Без ошибки его не проживешь, но хотя бы стараться, чтобы больших таких ошибок не было, чтобы людям плохое не сделать, да? Ну, во-первых, у меня семья здесь была, семья. Потом я даже не подумала, многие даже своих мужей тоже бросили, уехали, но я как-то не подумала об этом. Я даже, когда война шла, вот это, да, стреляли везде, я ходила на работу все равно, я работала все равно. Я бежала на работу, пешком даже шла, пешком, на работу пешком шла, работала. Даже, честно говоря, даже в мыслях, хотя родители мои постоянно хотели, чтобы я уехала туда. Все родственники у меня там. И она постоянно хотела, она меня, давай, когда ты приедешь, давай. Я сказала, я привыкла здесь, как-то мне, вы знаете, я даже не знаю, я даже не представляю, я в другом месте, как я буду жить, потому что я здесь привыкла. Мои соседи, я с ними уже где-то 30 лет, только вот на Испечаке живу, 30 лет с ними живу. Они как мои братья, как мои сестры. И потом, вы знаете, я здесь, с 78-го года, никто никогда мне плохое слово не сказал здесь. Никогда. Никто меня не обидел никогда. Честное слово, я даже не могу. Вот некоторые говорят, что-то, да, говорят, они меня там что-то сказали, обидели. Вот я не могу даже вспомнить, чтобы меня, вот, не знаю, кто-то обидел.
Нету у меня здесь врагов, нету. Все, как мои братья, как мои сестры. Я таджиков очень люблю, честное слово, очень уважаю. Даже мои иногда ревнуют, как-то туда еду, от таджиков. И я говорю, я быстрее хочу уехать. Они говорят, как, ты же на родине. Я говорю, ну, моя родина уже там, потому что я там много проработала. Я много прожила здесь, поэтому... Были случаи, даже я ночью, 12 ночью, нас просили иногда в общежитиях дежурить, да, мы дежурили. 12 ночи иду, никогда мне слова никто не сказал. Никогда вот плохое слово, чтобы вот обидеть или... Я не помню, нету вот такого. Во-первых, когда работаешь с детьми, надо их любить обязательно. Без этого нельзя. Просто ради денег работать нельзя. Я, например, не смогла бы никогда работать только ради денег. И деньги, вы сами знаете, да, не очень большие. Да? Но мы ради детей, конечно, детей надо любить. И я ни о чем не жалею. Не жалею, что я здесь осталась. Совершенно не жалею. Я думаю, все, что делается, говорят же, все к лучшему, да. Кто знает у меня, как сложилась бы там жизнь, да, если бы я уехала обратно, кто знает. Это никто не знает, да, лучше было бы или хуже было бы. Но во всяком случае, то, что я прожила в Таджикистане, я не жалею об этом. Я даже не знаю, о чем я жалею. Не знаю. У меня даже... Не знаю такого. Я, честно говоря, я никогда не думала об этом, о чем я жалею. Как идет жизнь, во-первых, это не от нас зависит, даже я буду жалеть, это не от нас зависит, правильно? Я всегда говорю, даже мне, вот когда Келинка беременная была, меня спрашивали все, кого ты хочешь? Я сказала, я с Аллахом согласна, кого даст, того и хочу. Точно так же и сейчас. Какую судьбу мне Аллах дал, я с этим согласна. Мы не можем это поменять, перевернуть или что-то. Даже если мы сейчас снова опять молодые, и снова начнем, то же самое будет. Те же самые ошибки, те же самые, потому что это жизнь. Поэтому я согласна, что мне Аллах дал, я согласна с этим. Я не жалею ни о чем. Это моя судьба, это моя жизнь. Его никак мы не можем переделать, никак ничего не можем. Поэтому я согласна с этой жизнью. С Аллахом я согласна всегда. Мы тоже верующие. И я согласна с этим. Не было, вот они знают тоже. Никогда. Со мной ученики всегда, вот, я не знаю, всегда считаются ученики. И даже я никогда замечаний почти не делаю. Потому что никогда мне это не понадобилось. Даже с самого начала, я молодая начала, да, я как среди учеников меня не видно было, да, я молодая тоже начала это. Иногда мне сразу дали 10 класс, сразу дали 9 класс. Иногда кто-то заглядывал, меня не могли среди них тоже найти, да. Но я с первых дней даже замечаний я никогда не сделала. У меня и дисциплина всегда хорошая была, всегда уважали меня. Не было, я даже не могу сказать, что я с каким-то учеником конфликт был или что-то. Я даже такое не могу сказать. Нет, не было у меня такого. Но у нас это как в семье, вот сестры тоже так же говорят. Сестры тоже, они заслуженные учителя, там заслуженные работники все. Но они тоже так говорят. У них тоже всегда вот никогда они не жалуются на учеников, не пожаловать, чтобы у них конфликт какой-то был, не было. Это у нас, наверное, семейное. Может, повезло нам, что такие ученики хорошие попадали. Или, ну, зависит, конечно, и от них, и от нас. Если с учеником, говорят же иногда, вот, если собаку вот так палкой делаешь, да, обязательно тебя укусит когда-то, да. Поэтому надо с ними тоже общий язык. Вот сейчас они современные, немного другие, да, но надо на их волне тоже быть. На их волне их тоже надо понимать. У них другое время, они другого времени не видели. Они не видели. Мы жили в Советском Союзе и в этой жизни, да. Мы можем сравнить что-то, но дети не могут ничего. Они не видели этого. Поэтому надо с ними тоже считаться. У них другое время сейчас. Надо считаться с ними и все.
Мы иногда на разные темы разговариваем. Они любой вопрос мне могут задать. Я на любой вопрос их отвечаю, потому что им интересно это. Я им отвечаю. Если даже мне это не хочется, но я все равно отвечаю, потому что у них другое. У нас другое было, у них другое. Надо их тоже понимать, детей. С ними тоже не надо на конфликт. От нас зависит это, от учителей тоже много зависит. Не дай бог, я не знаю, иногда слышу, да, вот как учителя с учителями так разговаривают. Со мной никогда не позволили так разговаривать. Никогда не было такого. Ну, я не знаю, это такой глобальный вопрос. Счастье – это очень такое понятие. Счастье, когда рядом все живы-здоровые, да, все. Не только моя семья, не только моя семья, а рядом, которые живут, да, мои родные, мои родственники, мои соседи, когда все живы-здоровы, когда счастливы, не болеют, да, у них проблем, у всех есть проблемы, ну, хотя бы глобальных проблем, чтобы не было, да, глобальных таких больших проблем. Я, конечно, вместе с ними и радуюсь. Когда у них радость, я вместе с ними радуюсь, с соседями, с этими, со знакомыми. Это, потому что одной жить, только у меня, чтобы хорошо было, так нельзя. Когда вокруг плохо, а тебе хорошо, это несчастье, это совершенно несчастье. Поэтому я думаю, что счастье – это когда всем вокруг тебя, вокруг, во всяком случае, я не могу, что весь Таджикистан, да, я не могу их охватить. Таджикистан тоже, конечно, я болею за Таджикистан, я за процветание Таджикистана, но хотя бы который круг вот меня окружает, чтобы были живы, здоровы, чтобы были. Это счастье большое. Когда дети, все хорошо у них, у детей, да, это счастье, я думаю. Уже в таком возрасте о себе не очень думаешь. А думаешь уже об окружающих, да, о детях думаешь, об окружающих уже думаешь, о молодежи думаешь уже другое совсем. У нас уже другие, в таком возрасте уже другие понятия уже совсем. Может быть, когда я молодая была, счастье я по-другому понимала, да, счастье, когда хороший муж тебе попадет, да, хорошо, богато живешь, да, может быть, да. Но сейчас у меня другие, совершенно счастье – это другое, оказывается. Когда человек здоровый, уже самое главное, это уже счастье. Да, у нас династия вообще, моя семья – династия преподавателей, да, вот. Начиная с отца, у меня отец работал преподавателем, 60 лет он проработал в школе. Он был, еще работал так, он на больничном был, умер. 60 лет проработал учителем начальных классов. Потом мама, моя мать, тоже проработала учительницей, всю жизнь тоже учительницей работала. Потом вот 3 сестры мои. Старшая директор школы, старшая моя сестра директором школы работает уже 20 с лишним лет, до этого учительницей работала, потом она перешла в директорскую работу. Потом 2 мои сестры тоже математики, они тоже в школе работают. Брат мой тренер, тоже, считайте, тоже с детьми. Да? Династия, короче, династия учителей. В этом году в Северной Осетии был год династии, да? И вот наша семья заняла 1-е место. У нас общий стаж работы, учительской работы, 300 лет. Награждали все, и моих сестер награждали. Меня нету, к сожалению, там, но их всех наградили. Сам глава республики, он их награждал, что 300 лет – это самый большой стаж. Это самая большая династия, это самый большой стаж у нас, вот, в нашей династии учителей. Мои дети, они два сына у меня в 201-й дивизии служат по контракту. Но они закончили, тоже закончили, но не работает по этой линии. И дочка, она там, на Кавказе замуж вышла, она там. У нее юридическое образование, 3 диплома у нее. Юридическое,
прикладная математика и это финансовый. Она закончила институт 3, институт. Но она работает сейчас в банке, работает, филиал Московского банка. Ну, все родители, наверное, думают о своих детях, да? Чтобы они были здоровыми, чтобы они были живы и здоровы. Самое главное для нас, это вот для родителей, думаю, так. И, конечно, вообще обо всех детях думаем, конечно, обо всех детях. Потому что дети – это наше будущее. Поэтому о них тоже думаем мы. Дай Бог, чтобы следующий год, вот 25-й год, еще лучше было, чем вот, который прошел год. Мы всегда ждем что-то хорошее, да, что-то необычное ждем, да, от года, от Нового года.